Знаковым девизом времени были слова из известной песни: «Если завтра война, если завтра поход, будь сегодня к походу готов». Это было время, когда крики всей молодежи грезило с неба, и мальчишки не соглашались на меньшее, чем летать. Как Чкалов. Хиуаз вспоминает. Конечно, мы понимали, что Чкалов – это Чкалов, и для нас, девчонок, он недосягаем. Но когда три подруги, Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Роскова, совершили беспосадочный перелет через всю страну из Москвы на Дальний Восток, меня озарило. Вот с кого надо брать пример. Значит, и девчонкам можно мечтать о подвиге летчика. Как известно, не у каждого мечта сбывается. Нужны целеустремленность, твердость характера, то, что называется волей. У десятиклассницы школы номер 1 города Уральска Хиуаз Доспановой эти качества проявились рано и ярко. Она идет к родителям и говорит о своем желании учиться в аэроклубе на летчика и получает их согласие. Круглая отличница, одна из лучших активисток, пионер-вожатая, да еще секретарь комсомольской организации школы, летом 1940 года она успешно оканчивает и 10 класс, и аэроклуб. На руках 2 документа: аттестат отличника и удостоверение летчика запаса. С первым документом хоть в МГУ без экзаменов, но Хиуаз едет в Москву и едет не куда-нибудь, а прямо в военно-воздушную академию имени Жуковского. Однако там, видимо, поступок девушки из казахской степи сочли слишком дерзким. Она получает вежливость. Я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводит грусть, желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. И жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверит сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино, напомним души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Спасибо. Спасибо. Сейчас немножко. Видимо, почувствовавшая в сидящей перед ней девушке и характер, и какую-то внутреннюю целеустремленность, свидетельствующая о цельности этой юной натуры. А родители знают о вашем решении? Я их сумела убедить, когда еще поступала в аэроклуб. Прошу вас, товарищ Роскова, примите меня в ваш полк. Я не подведу. Через полчаса комиссия объявила о положительном решении. Всех принятых прямо от ЦК ВЛКСМ строем отправили в общежитие той самой военно-воздушной академии, где год назад дали Хиуаз отворот-поворот. Что там скрывать, вспоминает Хиуаз. Это был миг удовлетворения. В обществе всегда. Теперь имя Хиуаз Доспановой с полным правом звучит в одном ряду с именами наших славных дочерей казахского народа, героев Советского Союза Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой.